Здравствуйте! Мы сегодня с вами продолжаем наши занятия по мастер-класс по стикерам. На прошлом уроке мы установили с вами программу Inkscape и также сделали первую нашу фигуру. Это у нас снеговик. Давайте мы сейчас сделаем следующий объект. Это у нас елочка. Как мы можем сделать елочку? Для этого мы тоже будем использовать простые объекты. Мы возьмем многоугольник, выбираем инструмент многоугольник, выбираем, чтобы здесь был именно многоугольник, не звезда, и можем заранее выбрать цвет нашей елочки, то есть выбрать какой-нибудь зеленый цвет и начать делать многоугольник. Смотрите, сейчас у нас многоугольник, он имеет 5 углов, поэтому мы уменьшаем до 3, чтобы у нас получился треугольник. А также, выбрав объект дважды, второй раз мышкой кликнув, мы можем сделать ему поворот. Поворот также можно вот так выравниваем, ставим и начинаем делать новый треугольник. Мы можем посмотреть его обводку, и если у него обводка, оказывается, есть, давайте уберем. Это делается следующим. Внизу есть обводка, мы делаем по нему двойной щелчок, и появится вот такое окно обводки, где мы выбираем, что обводки не будет. Далее мы можем сделать копию, либо сделать также новый треугольник. Я решила сделать копию. При движении нажимаю на пробел, именно когда в момент движения. И также делаю свой треугольник. Но мы можем, чтобы было красивее, лучше делать его следующим образом, чтобы он уменьшался. По мере держим Ctrl, чтобы он уменьшался пропорционально. Мы можем также выделить все 3 объекта и найти инструмент выравнивания. Мы можем это сделать так, выровнять и расставить. Здесь мы можем выбрать, выравниваем ровно посерединке. Можете на глаз сделать, если сложно открывать новое меню, можем сделать на глаз. Либо использовать это меню. Еще раз показываю, допустим, у нас елочка, допустим, такая, на разные стороны смотрите, мы выравниваем его вот так. Также мы можем клавишами двигать таким образом, чтобы у нас было как-то такая форма. Теперь объединяем нашу елочку, выделяем весь объект и можем его сгруппировать. Давайте не будем пока группировать. Мы сделали елочку и будем сейчас ее украшать. Давайте ножку. Сделаю ножку, но сделаю его чуть темнее. И посмотрите, возможно будет так, что эта ножка будет находиться где-то снизу. Мы можем, во-первых, давайте все выровняем опять, выровнять. И здесь вот эту ножку мы должны опустить вниз. Для этого мы используем здесь в верхнем углу, верхней строчке есть опустить выделение на 1 уровень. Мы опускаем. Получается у нас такая вот елочка. А теперь елочку мы можем украсить всякими шариками. Для этого мы возьмем какой-нибудь тоже цвет зеленый, пусть будет, и делаем такие вот шарики. Ctrl держим, если хотим, чтобы шарик был равномерный. Ctrl-Z, если что-то не так сделали. Хватаем кругляшок и пробел. При движении мы делаем копию. Также мы можем сделать еще какой-нибудь цвет и более мелкие кружки. Кругляшки тоже самое. Начинаем его копировать. При движении немножко мы можем делать, чтобы был более интересный вид, более такой хаотичный разброс.
Вот у нас получился такой вот симпатичная елочка, но осталось, давайте еще можем сделать ему звездочку сверху красного цвета. Возьмем красный цвет и выберем здесь уже звезду, добавим вершинок, сделаем пятиконечную звезду. Далее мы ставим эту звездочку наверху. Все, у нас получилась такая вот елочка. Все. Мы эту звезду, чтобы было лучше передвигать, выделяем полностью и делаем Ctrl-Group, группируем. Ctrl-Group нажимаем и можем уже, держа Ctrl, масштабировать. Да, вот. Пусть такая у нас будет звездочка. Итак, следующий объект, который мы сделаем, это будет у нас надпись. И чтобы надпись смотрелась интересно, мы будем использовать, кстати, вот звезду можно было бы взять цвет шарфика, да, чтобы у нас был бы такой цвет. Давайте тогда сначала сделаем, возьмем такой красный, яркий. Так, ну, по-моему, это был вот этот красный. Ой, просто берем его, перетаскиваем на... Ой, получается. Так, давайте тогда следующим образом берем здесь, заходим в нашу заливку и обводку. Заливка. Здесь пипеткой выберем цвет нашего шарфика. Все получилось. Теперь мы должны с вами сделать следующий объект. Это надпись. Чтобы она смотрелась интересно, сделаем его в виде конверта. Возьмем какой-нибудь светлый бежевый цвет. Тоже уберем обводку, чтобы не было обводки, так как у нас весь рисунок без обводки. Это будет у нас конверт. И наверху мы сделаем так, пусть это будет у нас квадрат. Соотношение сторон мы видим здесь 30 на 21. Давайте здесь тоже сделаем 30. У нас получается такой квадрат. Поворачиваем его на ровно 90 градусов. Повернули. И делаем такого же цвета второй прямоугольник. Мы можем его сделать чуть поярче. То есть так, что это конверт и внутренняя сторона такая светлая. Или наоборот. Давайте наоборот, внутренняя сторона более темная, а внешняя светлая. И чтобы оказалось, что конверт открыт, мы ставим точку. Здесь обязательно делаем сначала прямоугольник, выделяем контур, оконтурить объект. Тогда мы, когда заходим сюда, видим, что он состоит из 4 точек. Между ними ставим такую вот точку, тянем ее вниз, чтобы у нас получился эффект. Эффект конверта. Тоже можем это все сделать, выровнять. Все, у нас есть конверт. И сделаем белый лист бумаги. Но мы должны его опустить на уровень ниже. Тогда он получится внутри конверта листочек. И здесь мы сделаем с вами надпись. Возьмем. Здесь ничего сложного нет. Напишем просто с Новым годом. Новым годом. Давайте пусть будет так. И также мы сделаем здесь пробел. Видите, да, то, что у нас объект, то есть текст, он не выровнен посередине. Выравниваем. И, конечно, просто масштабируем,
масштабируем. Также можем цвет выбрать, попробовать другой какой-нибудь цвет, красный, к примеру. И все. То же самое группируем наш объект. У нас есть конверт с надписью, есть елочка. Так, она не сгруппирована, группируем. Снеговичок. И так как это векторные объекты, мы можем в любой момент их менять им размер без потери качества. Без потери качества мы можем регулировать размеры. Насчет этого мы еще поговорим. И осталось нам сделать последний, кажется, объект. Давайте посмотрим, что мы наметили. Снеговик есть, елочка есть, мишка и надпись. Так, елочная игрушка. Но мы сделали шарики на елочке, думаю, этого достаточно. Тогда сделаем снежинку. Снежинку, мишку, скорее всего, мы не успеем, поэтому сделаем с вами снежинку. Снежинка у нас может быть также белого цвета, либо можем взять синий. Так как у нас уже цветов достаточно много, пусть он будет белого цвета. Снежинка достаточно сложный объект, но мы знаем, что снежинка, она имеет повторяющуюся форму. Что это означает? Что мы повторяем каждые 6 частей снежинки, они повторяются. Поэтому мы сделаем, давайте наметим примерный рисунок. Да, то есть мы сделаем такие. Из просто простого прямоугольника намечаем ему вот такие часть снежинки. Здесь этот объект может быть как-то побольше или пониже. Вот. Таким образом у нас получилась вот такая часть снежинки. Теперь мы вот эти части можем Ctrl-групп сгруппировать и сделать его копию при перемещении пробел и сделать вот тут вот, отразить по горизонтали, отражаем и пытаемся вот выровнять, чтобы у нас было. Можем это сделать следующим образом: выровнять их по верху, да, потом сделать группировку обеих частей, то есть этого, и выровнять их посередине. Вот. Все, у нас есть часть снежинки. Группируем всю снежинку и обязательно в повороте ставим вот эту точку. Вот здесь точка поворота у нас должна быть снизу. После этого мы должны сделать копии этих объектов. И для этого мы делаем правка, копировать, да, Ctrl-C и ставить на место Ctrl-Alt-V. То есть если мы подвинем, он был на том же месте. Поэтому Ctrl-Alt-V еще раз, чтобы у нас было 6 лепестков. Да? И каждую из них мы начинаем поворачивать определенный угол. Чтобы это сделать было проще, мы берем объект и трансформировать. Вот, трансформировать вращение на 60 градусов. Применить. 60 написали и применить. Вот одна пошла, вторую выделяем, 2 раза применить. Следующую уже 3 раза. Ну, можно писать угол, конечно, да, каждый раз, но мы этого делать не будем. Нам проще, наверное, будет так нажимать. И у нас получилась, вуаля, вот такая достаточно сложная снежинка. Мы его выделяем полностью и опять группируем. Ctrl-групп. Все. У нас есть такая снежинка, мы ее располагаем где-нибудь вот здесь. Можем также сделать копию, чтобы у нас было несколько снежинок разных размеров. Да, то есть побольше, поменьше и так далее. Мы можем наши объекты скомпоновать, чтобы они вот красиво располагались друг к другу.
все на этом. Сегодняшний мастер-класс мы заканчиваем. Продолжим на следующем. Узнаем, как это делать, обводку, подготовить стикеры. Всем спасибо за внимание.